Прилузском и Усть-Куломском районах опробируют проект по развитию локальных сельских экономик. Такое решение принято на первом заседании Совета при главе Коми по развитию сельских территорий. Провел его Владимир Уйба. Сам совет был создан еще в конце декабря прошлого года, после того, как предложение о его формировании было озвучено в октябре на 9-м по счету сходе сельских женщин. Владимир Уйба тогда решение поддержал. Любовь Лапина о том, чем в итоге займется совет. 813 500 человек в Коми, из них почти каждый пятый житель села. Глава Коми отмечает, создав Совет по развитию сельских территорий, сегодня важно понимать, что мы поднимаем очень большой пласт проблем. Конечно, сегодня в бюджетах всех уровней предусмотрены средства для развития села и производств, в которых заняты сельчане. Есть и социальные инструменты – народный бюджет, ТОСы, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, заключение социальных контрактов. Однако о кардинальных положительных изменениях сельских жителей, как отмечает Владимир Уйба, говорить пока все же не приходится. Село нужно делать привлекательным для молодежи. Говоря о сельских территориях, нужно понимать, что мы должны делать ставку на молодежь. Понятно, что мы все стареем, понятно, что идет смена поколений, и поэтому, говоря о село, мы должны подразумевать не только ветеранов, не только население, которое положило на развитие села, сельского хозяйства всю свою жизнь, но и как закрепить молодые кадры, как создать для них среду, заинтересовать их оставаться на селе. И это должно стать одной из приоритетных задач в работе Совета, подчеркиваю это. Пришло время внедрять новые принципы и подходы в развитии сельских территорий с опорой на местное сообщество и локальные ресурсы. Село должно стать точкой взаимного интереса органов исполнительной власти и местного самоуправления. Для этого Совету нужно объединить усилия всех заинтересованных сторон, провести анализ действующих инструментов и мер поддержки, совершенствовать их. Председатель правления движения «Коренные женщины Коми» Галина Князева отмечает ключевую роль локальной экономики в устойчивом развитии сельских территорий и представляет план действий для ее формирования. Инвестиции в дороги есть, инвестиции в другие инфраструктурные объекты тоже есть. Инвестиции в инфраструктуру человеческого капитала, человеческого потенциала тоже присутствуют. Дальше есть обновление социальных объектов. Это объекты здравоохранения, образования, социальной сферы. И третье – это то, что идет поддержка деловой активности. Но я хочу сказать, что и в литературе, и в нашей, и в зарубежной говорится о том, что существующая поддержка именно сельских территорий ниже, чем поддержка городов, крупных городов и средних. Сегодня есть два направления, по которым нужно усилить работу. Первое – разработать и внедрить программы профессионального обучения, направленные на подготовку предпринимателей и самозанятых для несельскохозяйственных видов деятельности. Имеется в виду сельский туризм, торговля, ремесла, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья с фокусом на использование возможностей информационных технологий и электронной коммерции. А для развития предпринимательства и самозанятости в сельской местности нужен организационный, координационный и научно-методический центр, целью которого станет увеличение выручки сельских предпринимателей, рост числа занятых и их доходов. Такой центр можно организовать на базе Коми Республиканской академии госслужбы. Глава региона Владимир Уйба поддерживает предложение. Мы должны с вами думать о диверсификации лесной отрасли. Лес истощается, лес заканчивается, и надо понимать, что если мы будем думать только о том, что лес вечный, и мы всегда будем заготавливать лес, то мы снова очередного ребенка с водой выплеснем. И это тоже наши сельские территории. Говоря о высоком и строя планы, нельзя забывать и о насущных вопросах сельчан, которые требуют решения уже сегодня, отмечает глава Коми. А потому уже в скором времени в Прилузском и Усть-Куломском районах в качестве пилотных будет опробирован проект по развитию локальных сельских экономик. Министерству национальной политики поручено создать рабочую группу для формирования и сопровождения реализации проекта. А региональному вузу совместно с Управлением государственной гражданской службы администрации главы Коми нужно организовать в этих районах обучение управленческих кадров органов малого самоуправления. В свою очередь Минэконом совместно с Академией госслужбы запустит школу предпринимательства, а Минсельхоз займется консультированием для участия в госпрограмме
комплексное развитие сельских территорий. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.